Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Гран-при удостоился Алексей Юрковский. Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицбы завершился галоконцертом в Абхазской государственной филармонии. Об итогах в эксклюзивном интервью Алисы Гицбы для Абаза ТВ. Алла Беляева назначена главным санитарным врачом Абхазии. Министр здравоохранения Эдуард Будба представил коллективу республиканской СЭС нового руководителя. Женщина-лидер образовательной программы с таким названием завершила свою работу в Абхазии. Во вторник, 11 октября, в стране отметят День вооруженных сил Республики Абхазия. В Министерстве обороны страны после возложения к мемориалам в Парке Славы первого президента Абхазии Владислава Арденба, второго президента Сергея Багапш к могиле первого министра обороны Абхазии Владимира Аршба, а также министра обороны Владимира Амиканба в Государственной филармонии состоится торжественное собрание. Киев давно использует террористические методы, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза. Сотрудники СБУ уже совершили 3 теракта в отношении Курской АЭС и пытались подорвать турецкий поток. Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. В понедельник, 10 октября, нанесен удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Если теракты продолжатся, то ответ России будет еще более жестким. О внешней политике министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Арденба, прибывший из командировки, в понедельник провел совещание по оперативным вопросам в МИД Республики Абхазия. МИД Республики Абхазия выразила соболезнования министру иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла в связи с жертвами и разрушениями, вызванными наводнениями в штате Арагуа. Не менее 25 человек погибли, 52 пропали без вести в результате внезапного наводнения на севере Венесуэлы. Из-за сильных дождей вышли из берегов 5 небольших рек. Пострадал город Тихиряс. Там за 8 часов выпало месячное количество осадков. Минздрав сообщает, с 27 сентября по 10 октября в Абхазии выявлено 163 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находится 7 пациентов. Общее число выявленных заболевших на сегодняшний день составляет 57 977 человек. В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 83 лет, зарегистрировано 695 летальных случаев. Алла Беляева назначена главным врачом республиканской СЭС. Министр здравоохранения Эдуард Будба представил коллективу республиканской санитарно-эпидемиологической службы нового руководителя Аллу Ивановну Беляеву. Хочу вам представить нового руководителя Аллу Ивановну. Алла Ивановна давно работает в этой структуре, вы ее все прекрасно знаете, не один год. Большой профессионал. Алла Ивановна, мы с вами переговорили. Вы прекрасно понимаете, какие задачи перед вами поставлены Министерством здравоохранения. Надо вывести на совершенно другой уровень, даже не на одну ступень, а на 2 ступени вперед должны сделать такой скачок. Впереди очень много работы. Большой, слаженный, дружный коллектив будет возглавлять Алла Ивановна. Прошу все ее распоряжения выполнять. То, что сказала Алла Ивановна, считайте, приравнивайте к тому, что сказал министр здравоохранения Эдуард Валерьевич Будба. Вот так. Благодарю за доверие. Я надеюсь, что мы вместе со всей санитарной службой выполним поставленные перед нами задачи. По крайней мере, мы приложим к этому максимум усилий. Со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Васильевну Синявскую поздравили председатель администрации Гулрыбского района, представители посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, работники представительства Россотрудничества в Республике, Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда и вооруженных сил Абхазии, а также многочисленные ученики. В рамках контрольных занятий за летний период обучения военнослужащие военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили стрельбы и управление огнем в условиях горной местности, сообщает пресс-служба ЮВО. На полигонах Цабалы и Нагвало военнослужащие отработали групповые индивидуальные задачи по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей с последующей передачей данных артиллерийским расчетам.
Печальная весть не стала полковника ГСО Анатолия Шаликовича Чапагуа. Начиная с 1990 года Анатолий Чапагуа был в группе охраны первого президента Абхазии Владислава Арденба. Всю свою жизнь посвятил служению Родине. Руководство Государственной службы охраны приносит свои соболезнования родным и близким ветеранам. Информация пресс-службы МЧС Абхазии. Последствия непогоды сегодня устраняли в Очамчирском районе. Сильные порывы ветра повредили кровлю средней школы в селе Кындык. В селе Араду из берегов вышла река Мыко и подтопила прибрежную территорию. Пострадала машина одного из жителей. В самой Очамчире также ликвидируют последствия подтоплений. Внимание! Администрация Галского района предупреждает, в связи с обильным выпадением осадков, которые оказали влияние на подъем уровня воды в реке Ингур и ее притоках, быть предельно осторожными и не находиться вблизи реки. Не осуществлять сельскохозяйственные и иные работы, выпас скота до стабилизации обстановки и снижения уровня воды. Ведь жизнь и здоровье наших граждан – это одна из важнейших наших задач. Городские службы в городе Гал начали работы по ликвидации последствий урагана. Об этом Гал ТВ сообщил первый заместитель главы администрации Галского района и начальник городского хозяйства Дмитрий Адлиба. Идет уборка и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений и поврежденных участков территории города. Рабочие с 8 утра проводят очистку города от поваленных деревьев. Также упало 4 столба ночного освещения на улице Миротворческая. Последствия непогоды планируется полностью устранить в ближайшее время. Пострадавших нет, сообщил Дмитрий Адлиба. Между тем, сильный дождь подтопил в понедельник дорогу в районе села Тамыш Очамчирского района Абхазии. Начальник 9-го отдела Государственной службы охраны Абхазии Руслан Чепейпа отстранили от должности на время проведения расследования, сообщает пресс-служба ГСО. Отмечается, что он пытался вывести из России в республику более 100 миллионов рублей и был задержан на российской стороне контрольно-пропускного пункта ПСОУ. В Пицунде состоялся семинар для муниципальных координаторов проекта «Школа Росатома». Проведение такого семинара каждой осенью – традиция проекта. Были обсуждены задачи в разрезе 8 направлений деятельности муниципальных координаторов проекта «Школа Росатома» и представлены эффективные способы их реализации. Во второй и третий день семинара прошли индивидуальные консультации с муниципальными координаторами проекта. Участники семинара посетили атом-классы, которые были созданы за последние 3 года в Абхазии. Муниципальные координаторы не только познакомились с особенностями функционирования системы общего образования в республике, но и представили опыт реализации программы «Атом-классы» в своих городах. Женщина-лидер образовательной программы с таким названием завершила свою работу в Абхазии. Участницы программы Анетта Бганба-Павелкова и Елена Жилинская в пресс-центре «Спутник» рассказали о программе, участниках и проектах, которые будут реализованы до 2024 года. Подробнее Анастасия Никонова. Образовательная программа «Женщина-лидер» реализуется мастерской управления «Сенедж» и автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей». 19 стран-участниц, в числе которых и наша страна, представлена 3 участницами – Еленой Жилинской, Асидой Тарба и Анетой Бганба-Павелковой. Это достаточно интересная площадка, новая площадка, на которой представлены разные направления и разные возможности для разных групп, категорий людей, разных возрастов и разной направленностью. Вот конкретно та возможность, которая была предоставлена нам, это позиция уверенной женщины. Женщины, которая способна достигать лучшего, большего, работать над собой и у которой есть возможности формировать вокруг себя достаточно устойчивую среду. Это действительно первый международный проект, который объединил большое количество стран, в которых есть и проживают граждане Российской Федерации. Из Абхазии у нас было 3 участников. Каждый из нас выбрал
приоритет в соответствии со своей профессиональной направленностью. Елена Жилинская выбрала направление созидания. Речь идет о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. В мастерской управления «Сенедж» прошли 12 недель обучения и 12 сессий с кураторами, отметила Жилинская. С нами практически напрямую нас курировал, у каждой группы был свой куратор, который корректировал. То есть нас изначально разделили на группы. Мы, в принципе, выбирали сами. У нас было 25 групп, и в каждой группе по 7 человек. То есть мы никого не знали, и, в принципе, мы познакомились на самом проекте. На самом деле все женщины очень амбициозные, очень с лидерскими такими позициями, наклонностями, очень сильные, интересные. Каждая женщина была своего рода личность. И когда началось обучение, в принципе, это было очень затратно по времени, довольно-таки сложно было подстраиваться, но все-таки мы на это решились и пошли. То есть практически с самого начала нас курировали, нас подвигали в том, чтобы мы нашли бы общий язык с людьми, с командой, образовали какой-то командный ресурс, чтобы по итогу именно формирования нашего проекта и запуск пилотного проекта, чтобы мы уже были командой, которая работала в одном направлении, и хотя все имеют, допустим, разные специальности, но сделали, завершили проект, и я думаю, что на самом деле им это удалось. В течение нескольких месяцев участницы программы «Женщина-лидер» разработали 25 социальных проектов, 3 из которых представили участницы из Абхазии. К примеру, в нашу программу входит замминистра Забайкальского края, замминистра образования, декан дефектологического факультета Дагестанского госуниверситета. Те люди, которые действительно знают эту проблему изнутри и хотят не просто научно обосновать, а социально приемлемые какие-то вещи вести. То есть реализовать это на практике, чтобы мы были нужны обществу. Вот для чего эта площадка. Укрепить позицию женщины, которая в социально-образовательных вопросах лучше осведомлена чаще всего. О данных проектах будет рассказано на Евразийском женском форуме в 2024 году. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатова. Сбербанк Абхазии утвердил график выплаты российских пенсий гражданам Российской Федерации, проживающих в Абхазии за октябрь 2022 года. 17, 18, 19, 20 октября пенсии начнут выплачивать пенсионерам первой группы до 1950 года рождения включительно. 21, 24, 25, 26 октября вторая группа с 51 по 56 год рождения включительно. С 27 октября пенсии за октябрь сможет получить третья группа с 57 года рождения включительно. Пенсии выдаются во всех отделениях Сбербанка Абхазии вне зависимости от места регистрации и фактического проживания пенсионера. Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гидзбо завершился гала-концертом в Абхазской государственной филармонии. Лауреатами третьей степени стали Елизавета Оксанова и Кнарик Закарьян, второй степени Елена Исаева и Анна Литвин, первый Ланс Леонард и Надежда Гамаюн. Гран-при конкурса удостоился Алексей Юрковский. Наши корреспонденты побывали на гала-концерте. Репортаж Марианы Котовой. Гала-концертом завершился первый конкурс вокалистов Алисы Гидзбо. За все дни конкурса жюри отсмотрело более 70 выступлений. 53 исполнителя прошли конкурс на отбор, 19 отметили дипломами и медалями. Этот конкурс можно смело считать одним из самых объективных, убеждены критики. Я точно могу сказать, что никто никого тут из каких-то побочных соображений, как у нас принято на всех конкурсах, не тянул и не валил, потому что на 99 конкурсах из 100 это все происходит, включая некоторые московские конкурсы, которые тоже заявляют, что у нас все предельно честно, и большинство, видимо, этого и придерживается, но если один человек из каких-то своих нехороших соображений ставит балл вдвое ниже всех остальных, и уже тем самым потенциальный лауреат оказывается не прошедшим в финал. Вот такое, к сожалению, я не раз наблюдал на разных конкурсах. Здесь ничего подобного не было.
конкурсе могли принимать участие вокалисты от 18 до 45 лет. Это довольно широкий возрастной диапазон. Но, по словам жюри, справедливое судейство было возможно, так как в песенном деле важную роль играет не столько опыт, сколько талант, который глаз и ухо профессионала не упустят. Ведь есть такая штука, называется талант. Вот, а он дается, как известно, свыше. Вот, поэтому, когда человек настолько одарен и голосом, и актерскими способностями, и харизмой, собственно говоря, своей, да, вот, то, конечно, естественно, что талант этот виден сразу, моментально, и с годами, с опытом он только, естественно, крепнет. Вот, но цель конкурса, одна из, во всяком случае, целей, как раз эти таланты разглядеть, заметить и вовремя поддержать. Среди лауреатов оказались вокалисты самых разных возрастов, и совсем молодые, и чьи года уже ближе к краю возрастного ценза конкурса. Елена Исаева исполняет классику большую часть жизни. По ее словам, классическая музыка, как, впрочем, и любое искусство, лучший способ для духовного роста. Я думаю, что классика востребована будет всегда. Это обман, что классика не в моде, это неправда, потому что сейчас, как вы знаете, военные песни, например, очень в моде, так сказать, к сожалению. Да? Но эта классика, она в самой философии этой музыки, потому что классика что прививает? Любовь к жизни, мир. Это какое-то благоговение, это положительные эмоции. Даже если это какая-то грозная, страшная музыка, это всегда во благо, это всегда очищение. То есть можно сказать, что классическая музыка – это как церковь. То есть если ты слушаешь классическую музыку, то ты очищаешься, ты причащаешься, ты молишься. Здесь есть все. Поэтому это как вера. Это не может быть модно или не модно, это просто есть. В первом конкурсе Алисы Гидзбо, несмотря на информационную поддержку, приняли участие исключительно российские вокалисты. Невзирая на расстояние и рабочее расписание, они прибыли в Абхазию ради того, чтобы продемонстрировать жюри свой талант. Мне понравились условия этого конкурса и жюри тоже. Понравились члены жюри, которые будут. То есть я сразу захотела участвовать, потому что это очень компетентные люди, и много о них наслышано хорошего. Удивительным образом, да, все совпало, и как раз возможность появилась приехать. По словам участников первого конкурса вокалистов Алисы Гидзбо, условия, в которых проходило певческое соревнование, близки к идеальным. Член жюри, концертмейстер и композитор Алексей Чечетко считает себя причастным к тому, что сегодня в Абхазии есть достойный инструмент для аккомпанемента солистам. Я второй раз играю на этом инструменте. Первый раз было в 2010 году. Я запомнил этот год очень хорошо, потому что это была вот как раз та пора, когда была жуткая жара. Мы приехали с концертом, тоже по приглашению замечательной Алисы Гидзбо. Тогда был совершенно другой инструмент, разбитый, хороший, прекрасный, но уже старенький и разбитый. И я помню, что после концерта нас пригласил ваш министр финансов, министр культуры тоже присутствовал, на фуршет. Вот, и они на фуршете уже в такой, ну, не совсем формальной, может быть, обстановке, за столом, при явствах и так далее, спросили вот конкретно у меня: маэстро, скажите, пожалуйста, а как вам инструмент? И я честно им сказал: вы знаете, у вас такая хорошая публика, у вас красивая филармония, замечательный зал, и ваш зритель достоин лучшего инструмента. И не поверите, прошло несколько месяцев, и в Сухуми появился прекрасный новый рояль. Я думаю, что моя заслуга чуть-чуть в этом есть, что я не промолчал, не стал обманывать, что вот здорово, такой прекрасный инструмент, что, ну, так и надо, в общем-то, если есть какие-то, да, пожелания, их озвучивать, что я и сделал. Обладателем гран-при стал Алексей Юрковский. Кроме кубка, медали и диплома, он получил несколько спецпризов. Но главное – это признание его голоса и мастерства выдающимися. Что ж, сердце бедное трепещет, какою грустью я томим. Да без слов, без сожаления веду кочующие дни.
Автор и идейный вдохновитель конкурса народная артистка Абхазии «Заслуженная России». Алиса Гидзба поблагодарила за поддержку правительства республики и выразила надежду, что конкурс вокалистов станет ежегодным и все же привлечет внимание певцов из Абхазии. Марьяна Котова, Саида Бухава, Абаза ТВ. Между тем, по словам самой Алисы Гидзбы, членам жюри предстояла непростая работа. Из 53 человек выбрать 18 лучших. Но выбрали 19 исполнителей. О том, почему так произошло, по каким критериям оценивали участников, как было сформировано жюри конкурса и насколько ожидаемы его результаты, в эксклюзивном интервью Абаза ТВ рассказала автор проекта, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гидзба. Было бы вообще даже и 20 пропустить, но там, конечно, не совсем объективно. Да, у нас есть, конечно, грешки. Я сейчас признаюсь в этом, потому что уже как бы все серьги всем сестрам розданы. Но такая была ситуация, когда мы просто вот... Ну, бывает, когда фамилия не ассоциируется с лицом, вот, не визуализируется. Вот это вот с нами случилось. Потому что когда прослушаешь 53 человека, и уже как-то... Бывает так, что вот... Ну, путается в голове уже вся информация, забывается, затирается. И вот мы просто забыли случайно вот эту замечательную певицу Аксагову, Елизавету. Но хорошо, что она оказалась в зале. И вот мы ее вызвали и сказали, что она сейчас должна спеть, приносим ей свои извинения. У нее, конечно, был шок, но она выступила очень хорошо, и все. И стало 19. Что вам известно об атмосфере между конкурсантами? Не знаю, я за кулисами не бывала, но в основном сидели в зале, слушали их. Интервью Алисы Гидзбы смотрите после выпуска новостей. Приз за лучший документальный фильм на кинофестивале в Анталии «Золотой апельсин» получил фильм «Кто есть Михри» о выдающейся художнице Михри Ачба. Об этом сообщает представитель МИД Абхазии ФРГ Хибла Амичба. Михри Ачба – представительница абхазской диаспоры княжеского рода Ачба, одна из самых значимых живописцев позднеосманского периода. Она была первой женщиной в мире, удостоившейся чести написать портрет Папы Римского Мустафы Кемаля Ататюрка, основательницы первой женской школы изящных искусств и лучшей преподавательницей живописи в Османской империи, написала Хибла Амичба в своем аккаунте в Facebook. Спорт. Абхазские боксеры успешно выступили на 28-м международном турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб, со 2 по 8 октября в Пицунде. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Абхазии и регионов России. По итогам турнира абхазские спортсмены заняли 24 первых, 13 вторых и 1/3 место. Сухумские боксеры заняли призовые места в Ростове-на-Дону в ходе международного первенства по боксу, посвященного памяти лейтенанта милиции Евгения Байда. Абхазию представляли воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума. Сухумские боксеры заняли призовые места в различных возрастных группах и весовых категориях. Тренируют спортсменов Беслан Адлибы и Давид Авицпа. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 11 октября, в Абхазии переменная облачность. Ночью, утром местами возможен дождь, днем без осадков. Атмосферное давление высокое, температура воздуха ночью 11-16, днем 15-20. Температура морской воды плюс 21. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.